На переправе через Лену по маршруту Якутск-Нижний Бестях ходят всего 3 парома. Суда отходят от берега по мере наполнения и строго в светлое время суток. На переправе ситуация осенью традиционно напряженная. Число машин, ожидающих паромы до Нижнего Бестяха и обратно в столицу, уже составляет несколько десятков, а то и сотен. Репортаж нашего корреспондента Виталия Абрамова. Подобная картина повторяется из года в год. По субъективным подсчетам, протяженность очереди составляет как минимум километр. Чтобы попасть на желанный паром, некоторые водители приехали еще затемно и к 4 часам дня до сих пор стоят. Ну, не знаю, если с такими сдвигами, не знаю, до утра придется, наверное, переночевать. Я так думаю. До утра никто не выдержит. Выдержит, не выдержит, придется, а куда деваться? Это тамин королик. Да. А пока вололик, да? Пока было. Конфликты между стоящими в очереди автомобилистами и теми, кто пытается пролезть вне очереди, приходится разбирать полицейским. По некоторым данным, вчера на правом берегу разногласия дошли вплоть до перестрелки из травматических пистолетов. Организаторы перевозок обязаны сами обеспечивать общественный порядок путем заключения договора с частными охранными предприятиями. Однако в силу того, что они не исполняют этот пункт, выставляются сотрудники ГАИ совместно с сотрудниками других подразделений. Но вы, получается, тогда в эти дни сотрудники полиции дежурят там? Да, потому что сейчас уже у нас заканчивается уже осуществление паромной переправы, в связи с чем идет наплыв большое количество водителей транспортных средств, желающих. На сегодняшний день по маршруту Якутск-Нижний Бестях ходят только 3 парома. Суда должны были осуществлять рейсы по мере наполнения, однако по факту ситуация обстоит иначе. Паромщики сетуют на низкие уровни воды и сложную ледовую обстановку. Резко упала вода, мы практически везде, у нас происходит касание грунта. То есть ползаем брюхом. И плюс еще ледовая обстановка тяжелая. За сегодняшний день пока сделали 1 круговой рейс. То есть паром 9 идет первый, и его буксир толкает. За ним паром 8, и следом идем мы. Речники говорят, что не видели таких уровней уже лет 5-6. А также пугает, что это может сказаться на работе ледокола, который обычно выходит на подмогу паромам. Потому что он не может пройти, нету воды. Ему не хватает осадки. Он с острова Медвежьего не может подняться сюда до причала. Поэтому возможно, что даже ледовой переправы у нас не будет ночью. Поэтому переправа катастрофическая в этом году. Однако в курирующем ведомстве уверяет, что паромы будут ходить до последнего. 1 паром будет продолжать работать до образования толстого слоя льда. Таким образом, альтернатива для переправы на противоположный берег остаются только суда на воздушных подушках. Цена перевозки одного пассажира составляет 2000 рублей. Это обусловлено резким похолоданием и необходимостью брать на рейс меньшее количество пассажиров. Виталий Абрамов, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.